Управление возрастом, ментальное ожирение и гендерные особенности. Уже не один год эти темы изучаются ведущими специалистами России, но своей актуальности не теряют. В Северо-Осетинской государственной медицинской академии прошла третья междисциплинарная конференция с участием лучших врачей. Основные вопросы касались не только диабетологии и эндокринологии. В центре внимания были кардиология, урология, пульмонология, неврология и репродуктология. С каждым годом география мероприятия расширяется. В этот раз приехали медики из Ростовской, Свердловской, Тюменской, Ленинградской областей, Краснодарского края, а также из Республики Беларусь. Каждый делился бесценным опытом и наблюдениями. Каждый специалист выступал по 20-30 минут, коротко, но емко рассказывал основные аспекты доклада. Говорили о когнитивных нарушениях, которые относятся к категории злободневных тем. Когнитивные нарушения действительно встречаются у пациентов совершенно с разными заболеваниями, на приеме у врачей совершенно разных специальностей. О вреде избыточного веса не говорит разве что ленивый, однако людей с этой проблемой меньше не становится. По словам специалистов, ожирение встречается даже там, где статистика считается низкой. Кто был в Беларуси, говорят, вот, стройная нация, это ничего подобного. У нас 61 почти % людей с избыточной массой тела. На официальном открытии конференции присутствовал председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев. Знаковым является и то, что мероприятие проходит в одном из старейших вузов Северной Осетии, подчеркнул премьер-министр республики. Желаю вам конструктива, хорошего диалога, обмена опытом. И самое главное, чтобы все эти решения были направлены на благополучие жителей нашей республики и всей нашей страны. Отдельно хочу поблагодарить ректора Академии за организацию сегодняшнего мероприятия. Спасибо. Отметил важность таких конференций министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. Программа очень актуальна. Спикеры подготовили хорошие доклады по самым актуальным вопросам, которые сегодня у нас происходят в мире в этом направлении. Проговорили мы с эндокринологическим центром, будет подписано соглашение, в рамках которого наши специалисты смогут пройти обучение в Москве и повысить свою квалификацию. В своих докладах специалисты рассказали и о разработках различных лекарственных препаратов. В течение 2-3 лет они уже будут на рынке. Впереди несколько препаратов, которые входят не только для лечения сахарного диабета 2 типа, но и перспективные для того, чтобы излечить на ранних стадиях от сахарного диабета 1 типа, а также новые препараты для лечения хронической сердечной недостаточности уже зарегистрированы, и новый препарат для лечения гиперхолестеринемии, то есть когда неэффективны статины, неэффективны монофибраты, приходят моноклональные антитела. Вы знаете, что биотерапия, терапия антителами моноклональными очень сейчас широко применяется не только в онкологии, не только в ревматологии, но и в других областях, включая кардиологию и эндокринологию. Подобные исследования помогут не только тем, кто страдает диабетом, но и тем, у кого проблемы с почками, сердцем и щитовидной железой. А это сотни тысяч пациентов. Заболевания эндокринной системы и сердца, заболевания эндокринной системы и бронхолегочная патология. Вот судьба таких пациентов, которые раньше были очень сложны для лечения, то есть имеют букет, сопутствующий букет заболеваний, и, казалось бы, непонятно, к чему, с какой стороны подходить, с чего начинать лечение, как его продолжать и как охватить все эти заболевания. Вот новые препараты позволяют решить 2-3 проблемы у каждого пациента. У нас собственно, проблем, с которым сталкивается сегодня человечество, это сердечно-сосудистые заболевания. А как только мы касаемся сердечно-сосудистых рисков, мы сразу вспоминаем о назначении препаратов для снижения уровня холестерина. А назначение определенных препаратов всегда сопровождается побочными эффектами, так или иначе, в меньшей или большей степени мы можем констатировать побочные эффекты. Назначение статинов не исключение. И сегодня мы обсуждали вопрос о целесообразности тех или иных
гиполипидемических препаратов для пациентов с коморбидных, с очень высоким риском. Мы обязаны назначить, мы должны снизить риск, но мы должны иметь минимальные побочные эффекты при назначении тех или иных препаратов. В этом году говорили и о психосоматических заболеваниях. Если 30 лет назад к подобной теме некоторые относились скептически, то теперь врачи уверены, физическое состояние часто зависит от эмоционального. Евгения Екушева подробно рассказала о когнитивных нарушениях, которые снижают качество жизни и не дают возможности реализовать себя в профессиональной деятельности. Мы обсуждали и будем обсуждать на конференции коморбидного пациента. Пациент, который имеет не одно заболевание, и ожирение в этом плане является прекрасной моделью коморбидного пациента, который имеет, как правило, и артериальную гипертензию, и сахарный диабет, состояние предиабета и многие-многие другие нарушения. И, к сожалению, все эти состояния могут влиять на когнитивные функции, на то, как мы воспринимаем информацию, как мы ее запоминаем, каким образом мы можем ей оперировать. На самом деле это является очень важным моментом, который позволяет нам адекватно функционировать в повседневной жизни, выполнять адекватно наши профессиональные обязанности и, в принципе, себя качественно чувствовать. При когнитивных нарушениях многие структуры мозга меняются. В первую очередь префронтальная кора. Эта область отвечает за принятие решений и проявление личности. Наряду с этим явлением часто встречаются болевой синдром и депрессивные нарушения. Они неразрывно связаны, поскольку единая система мозга, по сути дела, вовлекаются при возникновении данных патологических состояний. Одним из патологических процессов, который лежит в основе очень многих заболеваний, хронической боли, когнитивных нарушений, сахарного диабета, деменции и многих-многих других, лежит системное воспаление. Это единый патологический процесс, который затрагивает очень многие системы, очень многие органы. И, конечно, это происходит, начиная с клеточного уровня. Для выявления тревожно-депрессивных состояний используют классические опросники. Существует общепризнанная терапия. В нее входят антидепрессанты и другие психотропные лекарственные препараты. Боль в области лица, головы и рта. К какому специалисту обратиться в первую очередь? Этим вопросом задавались, наверное, многие. Специалисты обсуждали, как быстро провести диагностику и правильно поставить диагноз. Междисциплинарное сотрудничество – это очень здорово придумано, очень круто. Мы учимся друг у друга, мы начинаем видеть те нюансы, которые мы иногда в рамках своей профессии не видим. А пообщавшись с коллегой из другой области, мы начинаем на это обращать внимание. Это очень ценно, и это просто на благо нашим пациентам. У нас очень много совместных пациентов уже появилось, которым на пользу наше сотрудничество. Самолечением занимаются многие. Наверное, поэтому лекарственное поражение печени встречается часто, но регистрируется редко, говорят эксперты. Врачи иногда даже не знают, что именно принимал больной и что вызвало патологию. Вообще поражение печени, если это легкая степень или умеренно выраженная степень, она проявляется повышением биохимических маркеров, которые пациент не контролирует, и врач не назначает ему. Поэтому если мы с вами имеем у пациента лечение препаратами с высокой степенью гепатотоксичности, то нужно назначать пациентам биохимические анализы крови после отмены этих препаратов, чтобы контролировать данную ситуацию и о ней как-то сообщать, регистрировать эти ситуации. Каждый случай индивидуален. Если пациенту жизненно необходим определенный препарат, следует рассмотреть эту ситуацию мультидисциплинарно. И поэтому назначение препаратов, наверное, которые профилактируют данную ситуацию, например, урсодезоксихолевой кислоты или энтеросорбенты какие-то, имеет смысл целесообразно в данной ситуации. И рассмотреть замену этого препарата, который является токсичным высоко для пациента, или снижение дозы. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 4-й ребенок дошкольного возраста страдает избыточным весом. 10% из этого числа имеют ожирение уже в начальных классах. В России цифры такие же, рассказывают эксперты. В Свердловской области и в Московской области проводили исследования, цифры подтверждаются.
Я не могу сказать, насколько это актуально для Осетии, поскольку, наверное, здесь нет таких эпидемиологических исследований. Но судя по, собственно, образу жизни, питанию, физической активности, наверное, этот процент меньше. Но, тем не менее, эта проблема актуальна, и большинство причин детского ожирения кроются в неправильном питании и низкой физической активности. Дети не успевают тратить те калории, которые поступают в организм, объясняют эксперты. Малоподвижный образ жизни – бич современности. Минимум подвижных игр, максимум гаджетов. Пока наблюдается подобная ситуация, статистика будет неутешительной. Если этим не заниматься, заниматься могут только родители, то дальше период полового созревания, взрослая жизнь. То есть если дети уходят во взрослую жизнь с ожирением, это риск развития сахарного диабета. То есть сахарный диабет второго типа, который, в общем, где-то 50, то есть каждый второй ребенок, выходящий во взрослую сеть с ожирением, развивается сахарный диабет. Сюда же относятся бесплодие, поликистоз яичников у женщин и недостаточности функции половых желез у мужчин. Специалисты советуют принимать для профилактики микронутриенты, препараты йода и витамин D. Их назначает эндокринолог. Кстати, у 90% детей, страдающих ожирением, наблюдается дефицит витамина D. Это, собственно, тот фактор, который позволяет мотивировать подростков, детей младшего возраста. Бесполезно им об этом говорить, вы сами понимаете. То есть нужна мотивация. И у подростков с ожирением основным мотивирующим фактором, который я говорю на приемах своих, является как раз проблема репродукции. За 1,5 года медицина шагнула вперед в лечении сахарного диабета второго типа, который считается доминирующим. Пришли препараты в области лечения ожирения у больных с сахарным диабетом, сердечно-сосудистой патологии у больных с сахарным диабетом, почечной патологии и дислипидемии. Это тоже очень важный фактор риска будущих инфарктов и инсультов. Так вот, есть теперь средства, которые очень эффективно позволяют избежать этих рисков. Это препараты из области так называемых инкретинотерапии. Инкретины – это гормоны желудочно-кишечного тракта. Они в норме синтезируются у человека. И придумали препараты на основании этих инкретинов, которые совмещают в себе сразу функции нескольких таких гормонов. По словам специалистов, благодаря этим гормонам пациенты начинают худеть, нормализуется уровень сахара в крови. Почки и сердце бывают менее подвержены патологиям. Да, эти испытания прошли международные, но Россия в них во всех участвовала. И поэтому та российская популяция пациентов, которая участвовала, тоже показала прекрасные результаты на фоне 48 месяцев лечения этими препаратами. Поэтому мы ждем, что в скором времени регистрация этого препарата будет и в России в том числе. Не только российские доктора внимательно изучают тему ожирения. В Республике Беларусь провели исследование СТЭПС по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний. Специалисты установили распространенность ожирения в 25%. К сожалению, это была такая не совсем позитивная новость, но и с другой стороны, это мотивация более детально заняться этой проблемой и прежде всего факторами риска, что приводит к развитию избыточной массы тела и ожирения у нас в Республике Беларусь. И нашей научной группе мы уделяем большое внимание такой гипотезе, как биопсихосоциальная модель. То есть известно, что только 20% факторов риска ожирения связаны с социальными и такими генетическими различными факторами. А в то же время 80% связано с психологическими факторами риска. Ожирение – хроническое заболевание. Чаще всего это расстройство пищевого поведения человека, объясняют эксперты. Кто-то заедает стресс, кто-то заедает различные другие ситуации в жизни, кто-то количественно неправильно кушает, кто-то качественно не понимает. Поэтому раздел пищевого поведения, с моей точки зрения, очень перспективен. И учитывая наше исследование, которое мы проводили, например, у людей с диабетом и ожирением, нарушение пищевого поведения 2,5 раза выше. То есть это данные, которые заставляют обратить на это внимание. По словам специалистов, огромное количество информации поступает в мозг благодаря запахам. Эту тему подробно раскрыла Ольга Пениоза, дизайнер кондитерских изделий.
На своем мастер-классе она рассказала о значении сахара в производстве десертов. 15% мы получаем информацию на вдохе, и уже оставшуюся часть мы получаем на выдохе. И здесь возникает вопрос, откуда мы возьмем ее на выдохе. Надо пожевать. И когда мы поняли, чем это пахнет, мозг нам сказал, да-да, это замечательно, это вкусно, хочу еще или уже достаточно, подключается восприятие текстуры. И оказывается, что не все, что нам может даже нравиться по запаху, мы примем как текстуру. И выходит сахар на поверхность. Сахар вуалирует и аромат, и текстуру. Поэтому человеку свойственно путать определение «вкусно» и «сладко». Благодаря этому веществу можно создать объем и форму любого десерта. Мы с вами можем представить меренгу. С одной стороны, меренга – это белок и сахар. И белок жидкий, он мало кому интересен. Ну, вряд ли кто-то сильно любит жидкие белки. Но как только мы эти белки начинаем аэрировать, добавляем к ним воздух, они становятся интересными. Но чтобы эта структура состоялась, нужно добавить сахар. Он становится теми самыми кубиками лего. И тут мы забываем о том, что сахар не несет той пользы, которая нам нужна, да, и даже как бы врагом выступает. Но грамотно заменить сахар, то есть его нельзя просто исключить. Совместными усилиями диетологов, эндокринологов и технологов можно решить проблему неправильного восприятия пищи. По словам Ольги Пениозы, сахар способен закрыть любые ароматы, как необходимые, так и неправильные. И мы возвращаемся назад, что у нас вообще такое все измененное, не имеющее отношения к действительности. И в тот момент, когда ответственный производитель работает вместе, да, с диетологом, вместе с эндокринологом, понятно, понимает, что он делает, и вот самое первое, несет ответственность за то, чем он кормит потребителя. Здесь возникают другие истории. Возникает другая сладость, не имеющая отношения к свободным добавленным сахарам. Не сладким единым вообще интересны десерты, да, они интересны текстурами, которые образуются из жиров, а опять же из ароматов. И если к этому подойти разумно, договориться с другими участниками процесса, то можно выдать очень интересные решения, не вредящие здоровью. Последний день завершился круглым столом. На нем присутствовали все гости конференции. Каждый отметил важность и своевременность междисциплинарного и межрегионального общения. Любое общение, коллегиальное, профессиональное, рождает обмен знаниями. Прозвучали такие новаторские доклады, в которых очень многое подчеркнули для себя специалисты, как эндокринологи, так и другие специальности. Такое смежное взаимодействие рождает новые идеи и, безусловно, пойдет на пользу в лечении пациентов. Научные конференции – это возможность обменяться опытом и узнать о новых методах диагностики и лечения. Подобные мероприятия позволяют внести весомый вклад в развитие медицины и помочь миллионам людей обрести здоровье. Организаторы надеются, что в следующем году будет больше участников, а значит, появится очередная возможность обсудить злободневные темы, которые влияют на качество жизни населения.